Здравствуйте! Национальный центр аудиовизуального наследия продолжает рассказывать вам об уникальных архивных кадрах. Среди 40 тысяч видеоматериалов есть настоящие самородки. Например, фильм под названием «Бухта Тикси». Но вначале немного истории. Постоянное представительство СССР при ВЦИК настойчиво продолжало ставить вопрос об открытии корпункта в Якутске. В апреле 1937 года в Якутске наконец-то открывается долгожданный кинокорреспондентский пункт Иркутской кинохроники. Корреспондентом был тогда назначен Константин Широнин. Это был выпускник ВГИКа, который очень плодотворно работал в Якутии. Что будет интересно зрителю? Какую тему осветить? Куда выехать? Куда поехать? Это были главные вопросы, которые возникали во время планерок в новом корпункте. Наконец, съемочная группа решила начать свой творческий путь с интересной, но с очень трудной темы – с Арктики. Кипела жизнь тогда на Крайнем Севере. Было о чем рассказать и что показать советскому зрителю. Большую поддержку корпункту тогда оказало Якутское территориальное управление Северного морского пути. На тот момент это предприятие выполняло комплексное освоение северных районов республики. В его распоряжении находились гидросамолеты, флот, автомобильный транспорт. Предприятие доставляло грузы для севера, полярных станций, угольных и золотых шахт. Для съемочной бригады совместная работа с крупным предприятием дала огромную перспективу. Съемки велись с самолетов, на ледоколах. Первоначально предполагалось снять фильм с географическим уклоном. Однако, по мере поступления и пополнения материала, замысел фильма, сценарий изменился, сконцентрировав интерес к строительству нового порта Северного морского пути в бухте Тикси. Лена очищается ото льда. Партизан Щетинкин рассекает холодную воду. На мостике стоит капитан Богатырев. Сотни тысяч тонн грузов ежегодно отправлялись в Тикси в те далекие 30-е годы. А на этих кадрах на 15-й день отплытия начальник Земцов благополучно вводит караван в бухту. Всего за 4 года на этих когда-то пустых берегах вырос целый поселок Тикси. Поселок зимовщиков Арктики. А это полярная радиостанция, которая была смонтирована и введена в эксплуатацию в 1936 году. Находясь далеко от дома, от своих родных на Крайнем Севере, зимовщики не чувствовали себя оторванными от большой земли. Здесь кипела своя особая, но очень интересная жизнь. Очень многие из этих людей потом навсегда связали себя и свою жизнь с Арктикой. Например, радист Колобородов остался в Тикси на 3-ю зимовку. И таких людей здесь было очень много. Каждый был в пределе. Метеорологи Жирков и Заблоцкий ежедневно вели свои наблюдения за погодой, а агроном Караждев через 2 года упорного труда доказал возможность выращивания овощей в непростых северных условиях. Зимовщики всегда имели свежие овощи, свежее мясо от своих подсобных хозяйств. Об этом свидетельствуют эти исторические кадры. И это добрая улыбка на лице повара, который получает из тепличного огорода свежие огурцы, брюкву, цветную капусту и помидоры. А вскоре в Тикси появился свой первый родильный дом. У метеоролога Нины Плешаковой родился первенец, дочка Людмила. На этих кадрах судоремонтные заводы готовятся к приходу грузов, к приходу новых караванов, идущих из Мурманска. Каждый день зимовщики приходили к этой доске, чтобы посмотреть, далеко ли морские караваны. А караваны, затерянные во льдах, находились в 4 днях пути от Тикси. Так мощные ледоколы шаг за шагом осваивали море у льдов. Путь свободен, льды пройдены. Сохранившийся фильм «Бухта Тикси» – это уникальный исторический видеодокумент. Наша задача – бережно сохранить и донести до зрителя эти бесценные моменты. Это была рубрика «История в кадрах». Путешествуйте во времени вместе с нами, это интересно.